105 лет назад, в эти зимние дни, в Башкирской республике начался голод, который перерос впоследствии в большой голодомор, в результате которого, по оценкам историков, погибла половина башкирского населения. Это событие, эта трагедия осталась в истории башкир под названием Зур-Аслык, что в переводе означает «большой голод». Как он начался и из-за чего он начался? Все башкиры считают, башкирские историки, башкирские политические деятели, общественные деятели считают, конечно же, что это был самый настоящий голодомор, искусственно созданный голод в результате так называемой продразверстки, которую организовала советская власть на территории Башкирской республики. Это был самый настоящий геноцид. После того, как башкирское правительство подписало соглашение с советской властью, Башкирская республика вошла в состав советского государства, и там начали действовать советские законы. Поначалу, когда башкиры только подписывали соглашение, все полномочия Башкирской республики находились в руках башкирского правительства, законно избранного башкирского правительства, которое было избрано на Всебашкирском Курултае. Почему башкиры подписали вообще соглашение с советской властью и почему все так произошло? Дело в том, что башкиры воевали как против белых, так и против красных только потому, что хотели они, чтобы их Башкирская республика не принадлежала ни к лагерю красных, ни к лагерю белых, а чтобы она управлялась только своими же башкирами. И действительно так и происходило. В Башкирской республике все было настолько хорошо, что приходили целые делегации из Уфимской губернии, которая тогда не входила в состав Башкирской республики, с просьбой принять их в Башкирскую республику, потому что тогда уже на территории Уфимской губернии действовали советские законы, которые просто изымали все продовольствие у местного населения, у крестьян. И, конечно же, это вызывало у них возмущение. Они просили башкирское правительство, чтобы те приняли их в состав Башкирской республики. У Башкирской республики тогда все было хорошо. Никакой продразверстки, никакого продналога, ничего не было. Все было хорошо. И население жило достаточно зажиточно, хорошо. Была рыночная экономика. Люди спокойно обменивали товары, получали за нее свою выгоду и так далее. Выращивали товары. Все изменилось после того, как башкирское правительство вынуждено было подписать соглашение с советской властью, после того, как адмирал Колчак, захватив власть и объявил себя верховным правителем России, диктатором, заявил, что все национальные правительства должны быть ликвидированы, никому никакой автономии и никакой независимости он не дает, а все вооруженные формирования, национальные вооруженные формирования расформировываются и переходят в состав Белой армии. Конечно же, башкиры на это не могли пойти, они не могли подумать даже о том, чтобы Башкирская республика была ликвидирована. Поэтому они вынуждены были заключить соглашение с советской властью, которая согласилась признать Башкирскую республику. Но Башкирская республика должна была уже жить по советским законам. После того, как 20 марта 1919 года было подписано такое соглашение, у башкирского правительства были достаточно широкие полномочия, которые продолжались буквально недолго. И уже в мае 2020 года был принят декрет в одностороннем порядке от советской власти, по которому все ранее предписанные соглашением полномочия были отобраны у башкирского правительства и переданы непосредственно советской властью. У башкирского правительства тогда оставались только очень маленькие полномочия в сфере культуры, в сфере образования и так далее. А вот уже серьезные такие, которые касаются экономики, которые касаются финансов, которые касаются природных ресурсов, дороги и так далее, все это уже принадлежало советской власти. И Заки Валиди тогда, конечно, все это высказал в лицо Ленину. Он сказал, что когда мы подписывали соглашение год назад, все было по-другому. На что Ленин ему ответил, что «А что вы переживаете, товарищ Валидов? Наше с вами соглашение – это всего лишь клочок бумажки, который никому ничего не обязывает». Так вот он
в лицо высказал Заки Валидову. Заки Валидов покинул Россию, присоединился потом в Центральной Азии к басмаческому движению, возглавив его, и долго воевал против советской власти. Башкирское же правительство в знак протеста против того, что соглашение было в одностороннем порядке разорвано со стороны советской власти, башкирское правительство ушло полностью в отставку в знак протеста. Власть перешла советским коммунистам во главе с Шемигуловым, и это время было названо впоследствии Шемигуловщиной, разгул. Разгул просто вот тех действий, когда просто убивали башкир, отнимали у них продовольствие, казнили их без суда и следствия. Над башкирами тогда просто начал действовать самый настоящий террор. Террор действовал на территории Башкирской республики. Башкир расстреливали, убивали с криками и с лозунгами «Долой башкирских национальных буржуа», «Бей башкир» и так далее. Также в республике началась хищническая, продразверстка и продналог, когда у населения начали изымать продукты питания, фураж, зерно, скот, птицу, яйца, масло, практически любые продукты питания, все забиралось и изымалось. И уже зимой 1921 года население начало голодать. Население начало очень сильно голодать. Вот даже здесь, вот, в то время, когда уже вовсю шел голод, продовольствие продолжалось вывозиться из Башкирской республики. Вот по некоторым данным, к началу февраля 1921 года было реквизировано на территории Уфимской губернии 13 миллионов пудов зерна и фуража, 12 тысяч пудов сливочного масла, 12 миллионов штук яиц. На территории Малой Башкирии 2,2 миллиона пудов зерна, 6,2 тысячи пудов сливочного масла, 39 тысяч голов крупного рогатого скота, 82 тысячи голов мелкого рогатого скота, 2,2 тысячи пудов меда. Это вот все изымалось у простого населения. Население осталось голодным. И уже, как я сказал, вот уже в эти зимние дни, в феврале месяце, 90% башкирского населения голодало. Когда башкиры попросили помощи, чтобы им начали оказывать помощь, советская власть создала две организации под названием Башпомголод, что в переводе означает «башкирская помощь голодающим», и ГУП-Помголод. Это вот организация действовала на территории Уфимской губернии. Но данные организации возглавили русские по национальности. И когда с территории Центральной России, советской тогда России, приходило продовольствие, приходила скудная, но хоть какая-то помощь приходила, она попадала в руки вот этих людей, которые распределяли ее только между городами Уфимской губернии и Башкирии и между русскими поселениями. До башкир помощь вообще не доходила. Поэтому просто башкиры были брошены на произвол судьбы, брошены на голодную смерть. По данным историков, в те годы, а голод продолжался в течение почти 2 лет, погибла половина башкирского населения. На момент 1917 года башкир насчитывалось примерно около 1 миллиона 300 с лишним тысяч человек. Так вот, по данным историков, в результате этого голода, искусственного голодомора устроенного, погибло 620 тысяч башкир, практически половина населения. Башкиры потеряли огромное количество людей, и нас спасла от голодной смерти, кто бы мог подумать, американцы. Американцы и их организация АРА, которую именно вот уже на территории Уфимской губернии и Башкирии возглавил полковник Уолтер Белл. Очень быстро они организовали помощь, очень быстро начали открывать столовые, раздавать продукты в разных районах, уездах тогда Уфимской губернии, Башкирии. Уже в конце 1921 года действовало более 500 с лишним столовых,
точнее 500 тысяч детей уже тогда питалось в этих столовых. И как сказал известный башкирский национальный деятель Муса Муртазин, каждый спасенный башкир обязан был своей жизнью американцам, американской организации АРА. Именно она помогла тогда нашему башкирскому населению выжить. Впоследствии, вот уже спустя 105 лет, как прошло с того времени, к сожалению, из-за политики сперва советской власти, потом России, Российской Федерации, данное событие всегда умалчивалось. А те, кто об этом пытался говорить, их затыкали. О том, что американцы нам спасли жизнь, башкирам, об этом везде просто запрещалось говорить. Где-то около 10 лет назад в музее, в Башкирском музее города Уфы была организована выставка, посвященная американской организации АРА, которая рассказывала о том, как американцы спасли Башкирскую республику, население Башкирской республики от голодной смерти. Но уже на следующий день позвонили из Москвы и заставили закрыть эту выставку. Но в те годы полковник Уолтер Белл это был настоящий герой. Ему тогда присвоили звание вечного почетного мэра города Уфы, а также его лично мусульмане пригласили на выборы муфтия, куда не приглашали никого из немусульман. Полковник Уолтер Белл был единственным, кого пригласили. И такая вот почесть была ему оказана за то, что вот он спас столько людей от голодной гибели. Сегодня, когда политика российской власти направлена на то, чтобы показать, что Америка это враг, что любое упоминание о США это неприемлемо, конечно же, никому не дают говорить о том, что как было на самом деле, и кто на самом деле организовал этот голод, и кто на самом деле спас башкир от этого голода. И я уверен, что пока эта власть действует, сегодняшний режим путинский, башкирам не дадут говорить. Об этом можем говорить только мы, вот здесь башкиры, находящиеся за рубежом. Вот мы вам об этом говорим и рассказываем, и мы вас просим, чтобы вы не забывали о том, как на самом деле погибали башкиры, кто был виновником этого искусственно созданного голодомора и кто спас башкирам жизнь. По данным многих общественных деятелей, политиков, историков, специалистов, которые интересовались вот этим голодом, который был тогда не только, конечно же, в Башкирской республике, не только в Уфимской губернии, но и на территории Поволжья, он был очень большой голод. Всем достаточно уже твердо дано понятие такое, что пришли, точнее, к такому выводу, что это был самый настоящий геноцид. И башкиры все сходятся во мнении, что это второй геноцид башкирского народа. Первый геноцид башкирского народа, я вам напомню, был 1735-1740-е годы, когда в результате башкиро-русской войны царские каратели устроили самый настоящий геноцид на территории башкирских земель, когда была уничтожена 1/3 башкирского народа. Людей башкиры убивали, расстреливали, казнили, ссылали на каторгу, раздавали в крепостные. 1/3 тогда башкирского населения просто исчезла в результате этих карательных акций. В результате искусственно созданного голодомора погибла практически половина населения. Более 620 тысяч башкир тогда погибло в результате этого голода 1921-1923 годов. Я прошу вас не забывать об этом. Я прошу вас постоянно вспоминать и говорить о том, что происходило в те годы на территории Башкирской республики. На этом все.